Джалабадская область расположена на юго-западе Кыргызской республики и занимает часть Ферганской долины с прилегающими предгорьями Чаткальского и Ферганского хребтов и юго-западной окраине Тяньшаня. Территория области 34 тысячи квадратных километров, что составляет 17% от общей площади республики и расположена на высоте от 1100 до 3100 метров над уровнем моря. Джалабадская область на юго-западе граничит с Республикой Узбекистан, на севере с Таласской и Чуйской, на востоке с Нарынской, на юге с Ошской областями Кыргызской республики. В Джалабадской области климат континентальный, с жарким летом, влажной весной и осенью, относительно холодной зимой. Абсолютные величины температуры для предгорий составляют 27-30 градусов мороза и 39-42 градусов тепла. Весна начинается с середины февраля. В третьей декаде апреля начинается лето. При увеличении высоты на каждые 500 метров наступление лета задерживается на 10 дней. Лето продолжается до октября. Заморозки, град – редкое явление. Зима наступает во второй декаде декабря. Общая численность населения области по состоянию на 1 января 2016 года составляет 1 146 000 человек. Территория области делится на 8 административно-территориальных районов: Аксыйский, Алабукинский, Базар-Кургонский, Нокинский, Сузакский, Толсторуйский, Токтогульский и Чаткальский, и 4 города: Джалалбад, Майлусу, Ташкумыр и Каракуль. Административный центр – город Джалалбад с численностью населения 111 000 человек. Он является вторым по величине в южной части страны и третьим по величине городом страны. Сельское хозяйство. Джалабадская область – один из крупнейших сельскохозяйственных регионов республики. Область производит более 20% валовой продукции сельского хозяйства в республике, занимая по этому показателю третье место в стране. На долю сельского хозяйства приходится более 30% валового регионального продукта области. Традиционно область является земледельческим регионом республики, проводившим реформу, но сохранившим свою специализацию в производстве растениеводческой продукции. Область лидирует производство хлопка в республике. Здесь также производится значительная часть табака, овощей и фруктов, продукции животноводства. Этим объясняется особое отношение в области к эффективному по использованию земельных ресурсов. С переходом на новые рыночные отношения сформирована принципиально новая организационно-экономическая основа, ориентированная на рынок, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, наращивание экспортной продукции. В сельском хозяйстве области имеется 1 856 000 гектаров сельхозугодий, из них пашни 166 000 гектаров, многолетних насаждений 9 000 гектар, сенокоса 39 000 гектар, пастбищ 1 627 000 гектар. Среднегодовой объем выращиваемых сельскохозяйственных культур составляет зерновых колосовых 68 000 тонн, кукурузы 180 000 тонн, риса 15 000 тонн, хлопка сердца 60 000 тонн, табака 540 тонн, масличных культур 20 000 тонн, картофеля 125 000 тонн, овощей 280 000 тонн, бахчевых культур 100 000 тонн и фруктов 50 000 тонн. Анализ данных показывает, что темп роста сельскохозяйственной продукции был устойчивым, ежегодно обеспечивая рост производства. По итогам 2015 года по области сельскохозяйственной продукции произведено на сумму 39 466 миллионов сомов. По сравнению с 2014 годом темп роста составил 104,8%. Хлопководство – одно из самых экономически выгодных отраслей сельского хозяйства области. В Джалабадской области при наличии заинтересованных инвесторов имеется потенциальная возможность создания совместных предприятий по выпуску изделий из хлопка. Область также заинтересована в налаживании торгово-экономического сотрудничества с заинтересованными инвесторами в возделывании и переработке экологически чистых бахчевых культур, винограда, фруктов и овощей, которые можно экспортировать в другие страны. Для увеличения объема производства в полеводстве в Джалабадской области ведутся работы по реабилитации системы ирригации. В этом направлении имеются
инвестиционные предложения по строительству каналов Ахтырек, Левобережный Нарынский канал, Курманбек, Тешикары, которые позволят обеспечить водой 21 тысячу гектаров неорошаемых земель. Реализация строительства этих каналов увеличит производство сельскохозяйственной продукции более чем на 1 миллиард сомов. Большие перспективы имеются во внедрении современной технологии капельного орошения для рационального использования поливной воды в аграрном секторе. Заинтересованные стороны могут поставлять необходимые для сельского хозяйства области товары и услуги на взаимовыгодных условиях. Животноводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства области. В области на 1 января 2016 года общее поголовье крупнорогатого скота составило более 333 тысяч голов, мелкого рогатого скота 1 миллион 250 тысяч голов, лошадей 63 тысяч голов и 1 миллион 250 тысяч голов домашней птицы. За последние 10 лет достигнуто увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в несколько раз. Нынешняя задача отрасли – это улучшение продуктивности путем открытия и развития племенных хозяйств в каждом районе, цель которых – обеспечивать фермерские хозяйства племенным молодняком и семенным материалом для искусственного осеменения, также переработкой продукции животноводства – шкур, шерсти, мяса и молока. Среднегодовой объем производимой продукции животноводства составляет мясо 60 тысяч тонн, молока 300 тысяч тонн, шерсти 2500 тонн и яиц 55 миллионов штук. Для обеспечения внутренней потребности в продуктах птицеводства необходимо строительство современных птицеводческих ферм с полным циклом производства. Область заинтересована в привлечении инвесторов по созданию промышленного птицеводческого комплекса с экологически чистым и безотходным производством. Лесное хозяйство. Лесное хозяйство Джалабадской области представлено уникальными реликтовыми орехоплодовыми лесами и другими недревесными продуктами и своими корнями уходит в глубокую древность. Первые упоминания о них относятся к XIV веку до нашей эры. Орехоплодовые леса были основным источником древесины и питания во время рассвета Великого Шелкового пути в Центральной Азии. Общая площадь земель Государственного лесного фонда на территории области составляет 947 тысяч гектаров. Из них покрытые лесом площади 338 тысяч гектаров, в том числе 35 тысяч гектаров орех кыргызский, 33 тысячи гектаров фисташки, 14 тысяч гектаров яблони, 2 тысячи гектаров миндаля, 11 тысяч гектаров боярышника, 30 тысяч гектаров клена, 52 тысячи гектаров арчи, 13 тысяч гектаров ели и других видов древесных пород. По категориям земель 3891 гектар пашня, 2 миллиона 615 тысяч гектаров пастбища, 4577 гектаров сенокос, 553 гектара сады, 3927 гектаров усадьбы и другие категории земель. Лесистость области составляет 10%. В данное время на территории области функционирует 15 лесхозов, 4 лесничества, 1 станция защиты леса и 1 лесной питомник, 5 государственных заповедников, 1 природный парк. На территории Гослесфонда и вблизи проживает более 200 тысяч человек населения, у которых жизнедеятельность непосредственно связана с лесными хозяйствами на местах. Лесная отрасль области может поставлять орех, дикорастущие горные плоды, лечебные травы, горный мед. В год производится более 3000 тонн грецкого ореха и более 500 тонн горного меда. Весьма актуальным является создание совместного предприятия фармацевтической отрасли, использующей лекарственные травы, а также выпуск парфюмерных ингредиентов из орехового и миндального масла. Уже более 20 лет остается неиспользованным еще одно уникальное сырье – таран, корни кислицы. Данное растение относится к сорным растениям и засоряет пастбища. Но в то же время из этого материала имеется возможность вырабатывать таниду в объеме до 3000 тонн в год, который применяется в кожевенной промышленности. Поэтому область заинтересована в привлечении инвесторов по созданию фирмы для переработки тарана. Кроме этого, танида может использоваться во многих отраслях и в оборонной промышленности. Также перспективным является создание производства по переработке древесных отходов, получаемых лесхозами области при санитарных рубках, то есть изготовление из ореха мебели, древесных плит, перерабатывающая промышленность.
В 2015 году объем производства продукции предприятий перерабатывающей промышленности составил 1 миллион 247 тысяч сомов, что по сравнению с 2014 годом снизился на 61 миллионов сомов, или темпы роста составили 95%. На долю переработки продукции сельского хозяйства приходится более 7% валового продукта промышленности области или перерабатывать 9% валового продукта сельскохозяйства области. Основу переработки продукции сельского хозяйства по области составляет производство пищевых продуктов, на долю которых приходится 75% или 930 миллионов сомов. В структуре производства пищевых продуктов большая доля приходится на производство муки и круп – 42% или 521 миллионов сомов, производство хлебобулочных изделий – 27% или 339 миллионов сомов, переработка овощей и фруктов – 1,6% или 20 миллионов сомов, производство растительных и животных масел – 3,5% или 43 миллионов сомов. Производство вина из винограда 0,4% или 5 миллионов сомов. Производство безалкогольных напитков 0,2% или 2,6 миллионов сомов. В настоящее время по области 13 хлопкоперерабатывающих предприятий, из них работают 8 предприятий. Производственная мощность этих предприятий составляет около 110 тысяч тонн хлопка-сырца. Предприятия по переработке ореха и каперса: ОСО Дарелиса, ОСО Фудлайф, ОСО Скай, ОСО Гедик, ОСО Вега Плюс в городе Джалабад. Цеха для сушки плодов и овощных культур работает в Алабукинском районе в 32 местах и Аксийском районе в 178 местах. В целях увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении земельного участка для строительства торгового логистического центра в городе Джалабад, Ташкумыр и селе Бурганды Наукенского района. Экспортный потенциал области по поставкам сельскохозяйственной и лесной продукции для потребителей Российской Федерации и стран ЕС: овощи – 16 тысяч тонн, бахчевых культур – 17 тысяч тонн, фруктов – 8 тысяч 30 тонн, лесных ягод – 530 тонн, в том числе грецкого ореха очищенного – 4800 тонн, миндаля – 200 тонн, фисташка – 300 тонн, мед горный – 500 тонн, хлопковое волокно – до 10,5 тысяч тонн. Спасибо за внимание.